Прошу всех встать. Прошу садиться. Прошу садиться. Заседание Конституционного суда объявляется открытым. Заседание Конституционного суда будет проводиться на официальном языке. В связи с ходатайством Рыскуловой Өмиркулулу о проведении судопроизводства на официальном языке и ввиду отсутствия возражения постоянного представителя Джогур Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Сранова Самата Кыштыбековича. На заседании Конституционного суда рассматривается дело по обращению Рыскуловой Өмиркулулу о проверке соответствия пункта 6 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики частям 1.5 статьи 23, частям 1.2 статьи 24, статье 55, частям 1.2 статьи 56, частям 1.2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики. Заседание Конституционного суда проводится в составе председательствующего Сконбаева, судей Айдарбековой, Бобукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касымалиева, Кадырбаева и Шаршиналиева при секретаре судебного заседания Талайбекове. Ахматбек Талайбекович, доложите о присутствии вызванных лиц. На сегодняшнем судебном заседании присутствует с обращающей стороны Рыскулова Алина Руслановна, Өмиркул Улу Улан. Со стороны ответчика постоянный представитель Джогур Кенеша Кыргызской Республики в Конституционном суде Кыргызской Республики Сранов Самат Кыштыбекович. Третьи лица. Постоянный представитель президента и кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич. Представитель Верховного суда Кыргызской Республики Сапьянова Маргарита Насаркановна. Представитель Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Иманалиева Айнура Курманбековна. Представитель Министерства юстиции Кыргызской Республики Джамалкулов Азамат Маратович. Других вызванных участников судебного заседания не было. Рыскулова Алина Руслановна, пройдите, пожалуйста, к трибуне. Представьте информацию о себе: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства, место работы. Рыскулова Алина Руслановна, 19 сентября 1987 года рождения. Проживаю город Бишкек. Работаете? Работаю в ОСО «Металлторгсервис». Как? ОСО «Металлторгсервис». Кем? Юристом. Юрист. Садитесь. Өмиркулулу Улан, пройдите, пожалуйста, к трибуне и предоставьте информацию о себе. Өмиркулулу Улан, 1975 года рождения, 4 августа. Проживаю в город Бишкек, работаю юристом Где? в РСК банке. Садитесь. Сранов Самат Кыштыбекович, пройдите, пожалуйста, к трибуне. Сранов Самат Кыштыбекович, год рождения 5 мая 1987 года, место рождения Данская область, Джунгурский район, место работы постоянный представитель Джогур Кенеша в Конституционном суде. Присаживайтесь. Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич. Здравствуйте, уважаемые судьи. Молдобаев Алмазбек Тавалдиевич, 9 февраля 1973 года рождения. Работаю постоянным представителем президента Кабинета министров в Конституционном суде. Присаживайтесь. Сапьянова Маргарита Насаркановна, пожалуйста, пройдите к трибуне. Сапьянова Маргарита Насаркановна, 27 марта 70-го года рождения, уроженка Чуйского района, проживаю в городе Бишкек, являюсь заведующим отделом по работе с законодательством аппарата Верховного суда, представляю Верховный суд по доверенности. Присаживайтесь. Иманалиева Айнура Курманбековна.
Здравствуйте, уважаемые судьи. Иманалиева Айнура Курманбековна, дата рождения 27 сентября 1987 года, место рождения город Ленинград, место жительства город Бишкек, место работы Генеральная прокуратура, Управление уголовного гражданского судопроизводства, прокурор управления. Присаживайтесь. Чаманкулов Азамат Маратович. Здравствуйте, уважаемые судьи. Джаманкулов Азамат Маратович, 1986 года рождения. Работаю в Министерстве юстиции, представляю Министерство юстиции по доверенности. Присаживайтесь. По документам, уважаемые коллеги, есть у вас вопросы? Рыскулова Алина Руслановна, Өміркул Улу Улан, Сранов Самат Кштубекович, встаньте, пожалуйста. Вам будут разъяснены ваши права и обязанности. В соответствии со статьей 34 Конституционного закона о Конституционном суде Крымской Республики вы имеете право знакомиться с материалами дела, производить из них выписки, снимать копии, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе процесса вопросам, выступать заключительной речью. Также имеете право заявлять ходатайство, давать устные и письменные объяснения судьям, высказывать свое мнение по заявленным ходатайствам. Обращающая сторона имеет право изменить основание или предмет требований, увеличить или уменьшить их объем, отказаться от требований. Сторона ответчик вправе признать их полностью или частично, либо возражать против них. Каждая сторона вправе представлять доказательства и доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основании своих требований и возражений. Вы обязаны добросовестно пользоваться своими правами. Сообщение суду заведомо ложных сведений расценивается как неуважение к суду и влечет ответственность по закону. Также в соответствии со статьей 39 Конституционного закона о Конституционном суде Крымской Республики вы вправе заявить отвод судье или судьям. Рыскулова Алина Руслановна, вам ясны ваши права и обязанности? Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судьи? У вас имеются дополнительные ходатайства? Вы в микрофон, пожалуйста, сколько говорите. Нет. Вам ясны ваши права и обязанности? Да. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судьи? Нет. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет. Присаживайтесь. Өміркул Улу Улан, вам ясны ваши права и обязанности? Да, ясны. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судей? Нет, не имеется. Есть у вас дополнительные ходатайства? Пока нет. Присаживайтесь. Самат Кштубекович, вам ясны ваши права и обязанности? Включите. Да, ясно. Имеется ли у вас заявление об отводе судьи или судьи? Нет. У вас есть дополнительные ходатайства? Нет дополнительных ходатайств. Присаживайтесь.